У фае 14-й школы гучалі знаёмыя многім пакаленням мелодыі і гасцей сустракаў аркестр, а на другім паверсе размясціліся лакацыі з розных устаноў адукацыі. Для наведвальнікаў праводзіліся майстар-класы і конкурсы, псіхолагі падрыхтавалі інсцэніроўкі і нікому не адмаўлялі ў кансультацыях. Школьнікі распавядалі пра свае захапленні і работу патрыятычных клубаў і інжынерных класаў. Я уже 8 лет занимаюсь на кружке по системному администрированию Центра творчества детей и молодежи «Молодик». И моим проектом, который разработан был в Национальном детском технопарке в рамках обучения на образовательной смене по направлению информационная безопасность, выполненную совместно с Яниславским Кириллом, является межсетевой экран для обнаружения и блокировки атак, целью которого является предотвращение сети организаций от различных киберугроз. Также хочу добавить, что этот проект участвовал на 30-м республиканском конкурсе работ исследовательского характера учащихся в секции информации. По итогам 2025 года в Молодеченском районе лучшими признаны 6-я гимназия имени Степана Демешко и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Управление по образованию заняло 2-е место в области. Самые важные вопросы в образовании – это и цифровизация образовательного процесса, и работа с семьями, и развитие профильных классов, развитие технического творчества, развитие детей как личности, как патриотов. У зоне асаблівага кантролю застаецца работа па выяўленню сем'яў, якія апынуліся ў складаным сацыяльным становішчы. Таксама сярод праблемных пытанняў патрэбы ў настаўніках фізіка-матэматычнага профілю, пачатковых класаў, псіхолагах і сацыяльных педагогах. Разам з тым, у раёне застаецца працаваць больш за 85% маладых спецыялістаў. На калегіі педагогі абмяняліся вопытам сваёй работы і лепшыя з іх атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Я работаю учителем химии и биологии в гимназии номер 6 города Молодечно имени Степана Тимофеевича Демешко. Очень люблю свою работу, так как преподаю химию и биологию, достаточно интересный предмет и очень необходимый для жизни. В этом году мой ученик занял 3-е место на областной олимпиаде по биологии. Сохранение психологического, психического здоровья учащихся, педагогов и родителей в том числе не менее важно и стоит, мне кажется, на одном уровне даже с обучением учащихся. Потому что если сохранено психологическое здоровье учащихся, то и успехи в учебе тоже будут на высоком уровне. И это доказывает каждый год успешное участие наших учащихся в олимпиадном движении. На консультации к нам обращаются и молодые специалисты, и педагоги с опытом. Частыми гостями у нас являются и родители. Стараемся каждому помочь, поддержать. А яшчэ ў хуткім часе адбудзецца фінал конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года 2025-26» Мінскай вобласці, удзел у якім прымаюць і 3 прадстаўнікі нашага раёна. Да рэспубліканскай прадметнай алімпіяды рыхтуецца каманда і маладзечанскіх школьнікаў, а гэта значыць, што і новыя перамогі абавязкова будуць. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.